Абхазия – страна с богатейшей природой и мягким климатом. Здесь практически круглый год созревают овощи, фрукты и ягоды. Конечно, зимний рынок по разнообразию представленных товаров отличается от летнего. Однако и сейчас здесь можно найти много вкусного и полезного. К примеру, киви. Плоды этой ягоды созревают в октябре-ноябре. Затем киви собирают. Ягода не портится почти всю зиму и только становится вкуснее и полезнее. На Сухумском рынке в основном представлен местный киви. А расскажите, пожалуйста, это местная продукция? Это все местное. И киви местные, и апельсины местные, и квункват местный. Что все лежит, все местное, моя золотая. А откуда вы киви сейчас получили? Это киви с пшапи, есть с ешеры. Это с ешеры, честно. Шицквара называется, он там растет. А вы продаете по 80, да? По 80 продаю, вон по 60 продаю. По сколько принимаете? Принимаем по 60, честное слово, по 60 рублей. 20 рублей сверху накидываем, ничего страшного. Привозной киви? Привозной киви есть, он подороже, он стоит 200 рублей или 150 рублей. Оптом 100 рублей стоит привозной киви. А это откуда вы привозите? И это я, во-первых, не беру привозное с Краснодара, с России оттуда привозят. Местная киви, шерстская киви, нижняя шера, да. В основном вы откуда получаете? Нижняя шера, там, да, привозят меня. Спросом пользуется, да. 35 рублей. Но смотря размер, девушка, если покрупнее, она подороже, да, чуть-чуть. Если мелкая, вот так, средняя, 35 рублей. По вкусу киви отдаленно напоминает переспевший крыжовник с примесью других ягод – ананаса, черешни, банана, дыни, земляники. Аромат тонкий, сладковатый, наблюдается только у полностью поспевших плодов. По словам продавцов, киви пользуются большим спросом у потребителей. С гумистым. Пользуются спросом? Конечно, сезон. 50 рублей стоимость продажи. Ну, это из Атара. Вот, Варша, Атара. Мы без 40 покупаем, 80 продаем, 30 лимон. Актинидию китайскую или киви, которую иногда называют и китайским крыжовником, собирали в дикорастущих зарослях в Китае еще в древнейшие времена. Широкое производственное значение ягода приобрела относительно недавно, примерно в последние полвека. Промышленные сорта киви были выведены в Новой Зеландии, откуда она широко распространилась по всем странам. Ведущие производители киви – Новая Зеландия, Италия, США, Франция, Япония, Испания, Греция. Высокое содержание витамина С делает киви отличным средством профилактики простудных заболеваний. Киви снижает кровяное давление за счет большого содержания калия и магния. Сегодня в Абхазии никого не удивит киви. Его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, она поселилась в республике совсем недавно. В 1990 году абхазский ученый, ныне директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Лёсик Айба впервые завез киви в республику. Я когда в докторантуре учился в России, мой руководитель был командирован во Францию, и он оттуда привез материал киви 5 сортов. И мне посчастливилось, он мне позвонил, говорит, надо тебе это поиспытать в условиях Абхазии, и мы в Краснодарском крае. И вот оттуда, это было в 1990 году, мы 5 сортов я завез по 10 корней, заложили в гудаутах, начали изучать. В 92-м году первые плоды мы получили. 3-й, 4-й, 5-й мы увидели, что это шикарный урожай дает, прекрасный плод. Вообще называют зимний витаминный банк. По словам Лёсика Айба, из 5 завезенных сортов киви выделили 2 пригодных для климатических условий Абхазии. Мы начали его размножать, в общем-то. Но киви, там особая технология его размножения, потому что есть и мужские сорта, есть женские сорта. Обязательно сочетание и подбор, одновременное цветение должно быть, чтобы цветение совпало. Это все технология у нас практически идеально разработана. Мы сейчас спокойно внедряем в производство. Спокойно можем промышленные закладки делать. Лёсик Айба уверен в том, что китайский крыжовник станет одной из наиболее перспективных сельскохозяйственных культур в Абхазии. К примеру, если мандарин может выдержать до 12 градусов мороза, то киви до минус 18 градусов. Таким образом, отсутствует зона риска гибели культуры в условиях Абхазии. Очень перспективная культура для нашей зоны. Во-первых,
она пока ничем не болеет в течение 30 лет. Во-вторых, лёжкость прекрасный. 3-4 месяца можно его продавать. Третье, переработка. Джем, варенье, компоты, пожалуйста. Все, можно его на переработку. Это тоже разработки есть у нас, тоже делают уже. Внешне киви напоминает мохнатый картофель. В течение 30 лет ученые подбирали, изучали, внедряли в республике подходящие сорта. Они также поставили перед собой задачу получить голоплодные киви. За это время было выведено 5 новых видов культуры. Мы на них возлагаем огромную надежду. Но и так мы знаем материнские формы. Это Хейвард и Бруно, откуда мы их получили, это клоновые селекции. Но в перспективе эти культуры займут очень достойное место. Они превосходят по вкусовым качествам очень сильно, по срокам созревания. Для технологии переработки его чистить не надо. И мы сейчас практически ставим на поток размножения для любителей, для производства. Эти абхазские голоплодные сорта киви зарегистрированы в России. По словам Лёсика Айба, сейчас они запускают эти сорта в производство. Пробный урожай этих видов был поставлен на рынок и пользовался он большим спросом. Лёсик Айба отметил, что абхазские голоплодные сорта киви имеют отличия. По биохимическому содержанию, по вкусу, по срокам созревания, по лёжкости все отличаются. Но мы отобрали то, что нам нужно было. То есть определяет конъюнктуру это рынок. Востребованность рынка, что ты лучше продашь. Вот это надо и производить, и людям предлагать. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства около 3 гектаров отведено под киви. Желающие могут приобрести здесь саженцы. Наша задача не главное сейчас получить продукцию, а главное посадочный материал и внедрение в производство. Чтобы уже через определенное время 10 тысяч тонн, 15 тысяч тонн, если мы будем валовый сбор продукции иметь, спокойно люди к нам приедут заключать контракты, лишь бы мы им поставили. Мы очень плотно работаем с Министерством сельского хозяйства нашей республики. Мы изучили, рекомендуем, но без министерства мы внедрение не можем делать. Только через них мы можем внедрять. То есть они наши главные заказчики, а мы выполняем задания. Но тем не менее, не только наука, мы кивим занимаемся, мы всеми культурами, что произрастает в Абхазии. Киви более устойчивы к поражению мраморным клопом. Конечно, соревноваться с цитрусовыми по объемам выращенной продукции киви пока не может, но перспективы хорошие. Шадина Ханагла, Рамо Камке, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.